В Кыргызстане по итогам выборов главы государства действующий президент Курманбек Бакиев остается на второй срок. После того, как Центризбирком огласил официальные результаты, кыргызский лидер выступил с обращением к народу, где обрисовал, что ждет республику в ближайшее время. Первоочередная задача – реформа в кадровой политике. Как может измениться структура власти в республике и какое место займет оппозиция в политической жизни страны, рассказывает директор Института стратегического анализа и оценки Сергей Масаулов. В принципе, мы об этом говорили с самого начала года, что предстоят серьезные изменения самой страны. И то, что мы продолжаем работать со страной, позволяет сказать, что мы сейчас приступили, в общем-то, к решающим действиям. Сами по себе выборы не были главным действием, это было одно из условий. А фактически главное, что в Кыргызстане будет происходить, это реформа управления. Система управления кадровая, она по ходу дела идет. И реформы связаны прежде всего с тем, что будут жестко разведены две структуры. Функциональная структура управленческая и возникнут структуры развития. Я думаю так, что сейчас речь о министерствах или агентствах вообще не идет. Сейчас самое важное заложить на первом этапе вот эту саму структуру. Появление структур развития и, соответственно, наделение, собственно, полномочиями функциональных структур. Это будет означать, что правительство будет освобождено от мелкой регламентации, которой до сих пор оно подвергалось. Правительство будет заниматься своим делом, собственно, оно отвечает за состояние страны, оно будет заниматься своим делом. Явно уменьшатся структуры, которые будут вмешиваться в деятельность правительства, это очевидно. Сама структура правительства – это следующий этап. Самое важное сейчас ясно положить вот эти основания для реформы. Поэтому сокращение это не означает, как это раньше, знаете, такой кампанией. Давайте сократим какое-то количество министерств или там агентств, ведомств. Это прежде всего поиск новых кадров, это явное освобождение энергии для молодых, явная реализация возможностей для молодых, в общем, проявить себя вот в этой ситуации. Вообще, это путь Кыргызстана, оппозиция у нас обязательно будет. И я бы сказал, что вот сейчас, после этих выборов, сложились условия для возникновения реальной оппозиции. Все дело в том, что при том, что президент объявляет реальные действия, вот по поводу этих реальных действий могут сложиться иные позиции, скажем, да? А с иных позиций можно предлагать другие решения. Это и будет оппозицией. А то, что до сих пор называлась оппозиция, я давно говорил, еще уже, не знаю, года 3-4 об этом говорю, что само название оппозиция не является еще действием оппозиционным. И мне кажется, судьба этих оппозиционеров сочтена. Будет новый политический класс, будут настоящие оппозиционеры, будут настоящие партии, эти люди будут проявлять себя так, как, собственно, и положено в политическом порядке, возникающем вот сейчас в стране. Возникает пространство политическое, в котором можно занимать разные позиции, можно действовать. Так что я считаю, что как раз сейчас, наоборот, условия для оппозиционной деятельности складываются. В чем-то омоложение кадров. Кто-то из тех, кто сейчас был на вторых ролях, выйдет на первые. А кто-то сейчас из тех, кто вообще отошел на некоторое время в тень, выйдет явно фигурами первого уровня, так сказать, на политическом небосклоне. Но явное переформатирование этого пространства очевидно будет. Внешних игроков устраивает то, что возникла реальная сила в республике. И эта сила заявила о своих национальных интересах и действует в соответствии с национальными интересами. А с реальной силой, которая знает, чего она хочет, легче договариваться и легче, собственно, иметь контакты и отношения. В этом плане. Сами по себе бархатные революции были продуктом определенного времени, я бы так сказал. Понятно, что это одна из концепций, или даже, я сказал бы, более, одна из форм реагирования одного из геополитических игроков на некую ситуацию в мире. Понятно, что в той ситуации, которая сейчас сложилась в нашей стране, ряд геополитических игроков не будет идти на сотрясения, на изменения вот эти большие и на опрокидывание выборов. Это очевидно. Так что я считаю, что это очень хороший результат и урок для всех тех, кто думал, может быть, устроить традиционную форму реагирования типа бархатной революции. Я думаю, что ни одна бархатная революция, если как угодно ее назови сейчас здесь у нас, или цветная, да, и так далее, она не достигает своих целей сейчас здесь. Потому что есть массовая поддержка населения уже, существующей власти. Что бы там ни говорили со стороны оппозиции, эта поддержка больше половины общего электората, она массовая в этом плане. Есть некий карт-бланш на изменения, на некоторые реформы, и это будет происходить. Все внешние игроки это прекрасно понимают.